Живопись для меня – это что? Это то, что вот о чем я думаю, о чем я переживаю. Я иногда не могу словами выразить, но я могу выразить это через картины. Когда мы возвращались, нам всем крымским татарам хотелось увидеть Крым, какой он должен быть, какой он есть. То есть вот эти старые домики, черепичка, там мечети, фонтаны, это все радовало, возвращало к жизни. Это как бы вдохновляло наших всех крымских татар вот здесь жить, чтобы строиться, здесь, как говорят, изучать свою культуру, историю. А когда я это все писал в картинах, это все передавал через картины, и получалось так, что вот эти картины, они еще и помогали нашему народу тоже обрести свой Крым. То есть это была такая дополнительная стимуляция, стимул для того, чтобы, как бы сказать, открыть для себя Крым, полюбить его заново, полюбить его уже здесь. Это меня вдохновляло к новым картинам, то есть написать то, чего люди не видят, то, чего люди утратили, то, что разрушилось и буквально на глазах разрушается. И для меня это важно, сохранить в картинах то, что утрачивается, или же не сохранить даже, а восстановить, воссоздать облик Крыма, какой он был раньше. И у меня иногда бывает, со мной такое случается, да, я иногда думаю, что я живу в прошлом веке, скажем, лет 100 назад, брожу по этим улочкам, не вижу здесь асфальта, я вижу здесь камень на земле, не вижу здесь шифера, вижу черепицу. То есть это в голове у меня автоматически. Когда я пишу какой-то пейзаж, я вижу, как будто я в прошлом нахожусь. То я вот смотрю на эту природу и просто задумываюсь, а какая красота вокруг меня, какая красивая природа, то есть как ее, кто ее создал. То есть я художник, но есть художник у этой природы намного-намного, как это, недостижимый. Когда я больше стал изучать ислам, о всех законах и запретах ислама, и для меня это был очень серьезный удар. То есть это целое творчество мое должно было поменяться. То есть я сделал такой сильный для себя выбор, очень решительный. Это очень тяжело было, потому что были зрители, которые ждали от меня этого, вот какие-то интересные сюжеты, композиции с людьми. То есть это было, я видел это повсеместно. Когда я отказался изображать живых существ, и людей, и животных, для меня был сильнейший удар, и для людей тоже. Но я через это пережил. Во всех моих картинах чаще всего можно увидеть мечеть обязательно. То есть изображать мечеть и не верить в это, то есть это, я так считаю, что это неправильно, это глупо, да? То есть надо обязательно глубоко верующим человеком быть, и тогда картины будут очень глубокие и осмысленные. Какая-то старая татарская улочка, древняя, где есть обязательно, может быть, фонтанчик, или же мечеть, или же старая татарская архитектура, двухэтажная или одноэтажная, в зависимости от региона. Вот. Это мне очень нравится изображать, вот такие пейзажи, уютные, какие-то там, где человек приятно себя чувствует. Это должно быть какое-то тенистое место, где человек, зритель смотрит на картину, и он чувствует, что там находится. И находится он там один. Один из жанров моей живописи – это натюрморт. Это обращение к предмету, к тем предметам, которые окружали наш народ в старину. А представьте себе, это медная посуда, это гончарные изделия, это ткани, вышивки, ковры, это наши ювелирка, какой-нибудь там пояс красивый, золотое шитье. То есть это все
до такой степени прекрасно. Для меня отдых – это перемена занятий. То есть я очень сильно люблю играть в футбол. И после того, как я поработал плодотворно, практически 2-3 раза в неделю я хожу на стадион и с ребятами, с молодыми играю. И мне это очень сильно нравится. Я собираю команду, обзваниваю всех. То есть, получается, что некоторые люди на стадионе думают, что я профессиональный футболист, даже не зная, что я художник. Забиваешь голы, я, конечно, и нападающий, забиваю часто очень. И это меня вдохновляет для дальнейшего творчества. В творческой моей биографии всегда были такие яркие моменты, очень много выставок. Практически несколько выставок, до 5-6 выставок в год. Я участвовал постоянно. Когда тебе тяжело, когда тебе тоскливо, или же про тебя, может быть, забыли, или же картины не покупают, или в этот момент происходит какое-то событие яркое, и обязательно что-то происходит, что-то, и какая-то новая выставка, которая заставляет еще больше работать. Это зрители, которые приходят, они своими теплыми словами заставляют человека, как говорится, возвращаться в правильное русло, возвращаться опять к новой жизни. Ну, больше 1000 картин написано. Почему? Потому что я в течение 30 лет уже, каждый год я около 40-50 картин, 60 картин изображал. Всегда, каждый год. И выставок тоже около 120. И теперь у меня появилась идея, а почему бы не сделать по всем городам, кто бы меня, может быть, позвал. Если кто-то меня позовет, в любом городе я готов открыть выставку и назвать ее «Мой Крым». И будет это передвижная выставка. И вот, то есть, об этом я сейчас задумался.